12 июля в 1912 году в селе Махульдюр родился выдающийся писатель, общественный деятель Шамиль Алядин. В библиотеке Исмаила Гаспринского провели мероприятие, посвященное 110-летию со дня рождения крымско-татарского классика. Среди присутствующих – коллеги, ученики, родные и поклонники писателя. Шамиль Алядин внес огромный вклад в крымско-татарскую культуру не только как автор множества литературных произведений, публицист и общественный деятель. Он был наставником для начинающих писателей и оставил после себя целую плеяду молодых литераторов. Шамиль аға olmagan olsa men bellisem, men de edebiyatımızda nesircilikte bayağı isse koşkan Emil Ahmet, Ayder Osman, Ervin Umerov, Rüstem Aliyev, Abdülaziz Veliyev gibi insanlarımız da, yazıcılarımız da böyle fentli, böyle güzel eserler yazıp olamaz ediler. Şamil ağa bana bizlerge nesirde böyle açıktan açık yol көрсеткен, bizge ustazlık yapan bir insan edi. Bütün bizim halkımız ebedi hatırlar ve ebedi biz onu unutmamız. Çünkü o milletperver bir insan edi. Şamil ağa o büyük bir kayadır bizim elimizde, edebiyatımızda. Şamil ağa tek özü icat etmekle sınırlanmayıp, şehsiyatnikler deyimize, bugün de birkaç sağ selamet olup icadını devam eteler. Ana o insanlarını osturuda, yani atalık yapıda da büyük hizmeti vardır. Şamil Aladin öyle bir insan ki, kegen hep yanı nesiller ona dikkatini çekebilecekler. Свое первое стихотворение «Танг Бульбуле» Шамиль Алядин написал в 15 лет, посвятив выдающемуся крымско-татарскому просветителю Исмаилу Гаспринскому. Именно с этой поэзии и начался путь Шамиля Алядина в большую литературу. Он стал автором более 70 произведений, которые были переведены на разные языки. Однако Шамиль Алядин не ограничивался литературной деятельностью. Он пользовался своим влиянием и авторитетом в решении крымско-татарских проблем. В годы ссылки принимал активное участие в создании ансамбля Хайтарма газеты «Ленин Байрагы». О своем отце я могу сказать конкретно единственное, что он был очень добрым. Очень добрым по отношению как к нам, так и окружающим людям. Но в то же время, вот, несмотря на то, что он был таким нежным и добрым, он был очень строг. Ну и вот эта строгость нам помогла в жизни очень. Когда он приходил с работы, мы сразу кидались к нему со своими новостями, а он явно был уставшим и говорил потом. И всегда все-таки потом находил время для того, чтобы мы рассказали им о своих проблемах. И всегда эти проблемы были решены. Шамиль Алядин вернулся в Крым из долгой ссылки в 1994 году. Спустя 2 года его не стало. На мероприятии в библиотеке Гаспринского были представлены поэтические произведения, рукописи, аудиозаписи писателя, внесшего огромный вклад в крымско-татарскую литературу. Yüreğimi